Сначала производится внешний осмотр вещества, и предположительно мы определяем, к какому виду наркотиков это вещество относится. Башир Барзиев занят исследованием поступившего к нему предположительно наркотического вещества. Ведущий специалист экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии для начала проводит визуальный осмотр. Полученная химическая реакция при смешивании этого порошка с хлором дает положительный результат. Для точного освидетельствования требуется тестирование на газовом хроматографе на вычисление качественного состава вещества. Весь процесс занимает до 3 часов. Наглядно вы видите, что этот пик является диацетилморфином. То есть наше вещество содержит диацетилморфин. Это один из компонентов, который содержит вот этот экстракт. Также мы видим, что в этом веществе содержатся еще пики. Например, мы обработаем второй. Мы также видим, что оно содержит 6 моноацетилморфин. Это также сопутствующие компоненты героина. И каждый поочередно мы обрабатываем и даем полный качественный состав вещества. Ну а вот сейчас мы можем точно дать заключение, да? Что это героин? На данный момент мы точно можем сказать с стопроцентной уверенностью, что да, это вещество является героином. По его словам, чаще всего на исследования в экспертно-криминалистический центр поступают вещества растительного происхождения. Это конопля, марихуана, гашиш и маковая солома. Из сильнодействующих это героин, мефедрон и так называемые соли. Существует множество классов и видов наркотических средств, собственно, как и методов противодействия этой чуме. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике рассказали, какая работа ведется по предотвращению распространения наркотических веществ. Личным составом УНК проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий для организации документирования и задержания лиц, кто занимается сбытом наркотических веществ и сильнодействующих веществ. За январь-май 2021 года правоохранительными органами республики выявлено 114 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Отмечается увеличение на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году было 99 фактов. Это связано с тем, что сотрудники МВД по республике Ингушетия активизировали работу по выявлению и задержанию лиц, кто занимается организацией и распространением наркотических веществ на территории республики Ингушетия. В данное время всеми оперативными подразделениями МВД по республике Ингушетия активно проводятся мероприятия по документированию данной деятельности. В данное время сотрудниками управления задержано несколько организованных преступных групп, кто активно занимался распространением и реализацией сильнодействующих наркотических веществ. Методы и дальнейшие планы по реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию распространения наркотических средств сотрудники УНК раскрывать не стали по понятным причинам. По их словам, согласно их проведенному анализу, больше всего на территории Ингушетии реализовывают наркотики растительного происхождения. Из сильнодействующих наркотических средств это героин, мефедрон и соли. Свое место в этом черном списке занимает и аптечная наркомания. Зачастую так называемые барыги в целях реализации привозят сильнодействующие медицинские препараты из других регионов. У нас в республике то, что в аптеках, практически таких фактов нету. У нас не продают, там у нас попытки какие-то были, мы документировали, это все приводят из других субъектов, к сожалению, жители нашей республики также приезжают, привозят, здесь продают, и за счет этого у нас активное увеличение именно сильнодействующих веществ. Если в прошлом году у нас за аналогичный период был 1 факт сбыта, на сегодняшний день около более 30 фактов сбыта. Если в прошлом году более килограмма только было изъято, сейчас изъято более 35 килограммов данного вида сильнодействующих веществ. И за последний год прям видно, что это направление более усилилось. Это в том числе за счет того, что подразделения УНК практически провели очень много мероприятий, изъяли очень много сильнодействующих веществ, в том числе тропикамид, лирику. Данная работа, которая проводится нашими подразделениями МВД по республике Ингушетия, дает, естественно, определенные плоды, но работа там надо будет усиливать и в других субъектах Российской Федерации, чтобы более активно проработать эти вопросы.
Между тем, сотрудники УНК напоминают, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, карается ограничением свободы от 8 до 15 лет. Но и это не предел. Наркоторговец рискует провести за решеткой до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей за то же преступление, совершенное в особо крупном размере. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.